Альберт Бутачевич. Ну, можно без отчества. Да, Альберт, добро пожаловать на нашу землю. Сахасере. Да, снова. Да, я всегда... Желаем, чтобы ваше пребывание на нашей земле принесло вам много плодов, много идей. Ну, эмоции тоже важно, потому что я каждый раз, когда приезжаю, всегда получается с кем-то пообщаться и послушать музыку, иногда увидеть новое кино, театральные премьеры. Ну и, конечно, когда получается на фестиваль Табук приехать, то там, конечно, общение. В каком году вы впервые посетили нашу Якутию? Я думаю, это было 94-й или 5-й год, как раз фестиваль Табук. 30 лет назад? Получается, 30 лет назад. Ну и самое интересное, что тогда уже фестиваль был, и я уже был знаком с вашими легендарными группами. На тот момент это Чалбон, Айталы, СРГ, Чорон. Их я увидел кого-то в 90-м году на фестивале конкурс «Голос Азии» Алматы. А потом много исполнителей увидел на фестивале «Сахарок» в Москве, который организовывал такой музыкант был Александр Лепницкий. Но он известный был по группе «Звуки Му», но также он параллельно занимался, как бы сейчас называют это, продюсер. Продюсерство. Он некоторые группы продюсировал. И он тогда сильно раскручивал Саха-рок. Ну а потом, после того, как я познакомился, там как раз в Москве на фестивале были не только музыканты, но были люди из организаторов фестиваля Табук. И вот они нас тогда позвали. Да, так что вот целая эпоха длинная. А потом, конечно, кроме музыкантов, я еще тогда много друзей завел среди художников. Ну, например, Ольга Рахлеева, там, Анна Петрова, театралов, потом киношников. С киношниками. Да, вот, так что такие разносторонние культурные связи, скажем так. Альберт, а когда вы впервые соприкоснулись с музыкой? Вы вообще с детства занимаетесь? Ну, я профессионально начал, ну как профессионально, относительно серьезно, только в школьные годы, когда был подростком, и тогда мы пытались создать свою, ну тогда группу не называли ВИА, вокальный инструментальный ансамбль. А так, я помню, что всегда тянуло меня к музыке. И дома всегда, если после какого-нибудь праздника оставались инструменты, я сам начинал их осваивать. Это либо гармонь, баян, либо семиструнная гитара. Ну и потом как-то мама мне показала несколько наигрышей на семиструнке. На гитаре. И потом за хорошую учебу мне она подарила где-то в 7 или 6 классе гитару. И вот я тогда начал подбирать песни какие-то. Уже сочинять? Ну, сочинять сильно сказано, конечно. Но во дворе там кто-то аккорды подглядел у кого-нибудь. Потом начал, когда магнитофон появился, оттуда снимать всякие аккорды, ритмы, рифы. Но песни, конечно, уже появились, когда коллектив создали в школе своей, и там уже свои композиции. Ну, конечно, это было такое время, там сильно нельзя было своих песен представить. А на протяжении вашей творческой деятельности сколько раз состав у вас менялся? Группа Ядха? Ядха. Ну, я специально не считал, но я думаю, уже 4 или 5 составов поменялось. Вот, сейчас у нас группа обновилась примерно в 2019 году.
А так постоянно у нас приходили, уходили какие-то музыканты, солисты группы. Ну, самые сейчас известные, наверное, это из тех прошлых музыкантов Радик Пилюш, который солист группы Хунгурту. Сайлы Камун, известная тувинская певица, она увлекается джазом, народной музыкой, эстрадой, такие. Ну, я думаю, это нормальный процесс. Каждый музыкант, ну, они, во-первых, все талантливые, и они что-то свое пытались принести. Поэтому я думаю, что это нормальный процесс. Не надо этого бояться. Теперь, ну, вы как человек, знаток музыки, о якутской музыке, о якутской живой музыке. Ну, я вот раньше наблюдал, особенно когда приезжал в Якутск, иногда удавалось сходить на концерты разные, не только рок-группы, но даже бывал на эстрадных концертах, на попсовых концертах, на концертах, где все под фанеру, допустим, пели какие-то непонятные песни, и попадал даже на народную музыку, например, вот семья Хаталаева на концерт. Потом попадал даже в театр эстрады, на всякие юмористические программы. А в цирке я слышал, как местный бенд, биг-бенд играет в цирке. Тоже это интересно. И поэтому, ну, тогда более-менее хорошо знал. А на фестивалях я отметил, что много было групп молодых, которые любят металл, панк, ну, такая энергичная музыка. Потом вот Александр Лукин меня удивил, что, не зная никакой нотной грамоты, сочинял свои песни на синтезаторе, но при этом это была самобытная мелодика. Да. Ну, конечно, в те годы даже кызыли из окон домов можно было услышать Бин Сахабын. Такой первый рэп, может, хип-хоп. Джида. Джида, да. Я тоже застал те времена, когда вот снимали «Тайну Чингисхана». Да, вот, ну, из каждых практически, да, в каждых дворах. Это вот тогда было популярно, мне кажется, вот в таких регионах, как Тува, Бурятия даже. Ну вот, к сожалению, молодые музыкантов я очень плохо пока знаю. Хотя иногда удается проследить там в интернете и Юлиану Кривошапкину, и ветерану Альбину Дегтяреву со своим ансамблем. И потом иногда часто на фестивалях какие-то хомусисты приезжают, ну, например, хомус, которые... Ну, потом у меня есть коллекция небольшая, народные жанры, типа фолклор, шаманские песни, хлыхах. Это, по-моему, ты мне копировал картину на дисках. Все, внимание уже уходит на музыку, как бы. Ну, они, да. Ребята в джипе. Хорошо играет. А у тебя другой коллектив, да? Нет, вот они, наши. А это вот они. Сейчас еще должна подойти наша певица, вокалистка Надика.